где-то, но тем не менее он хорошо сохранил свои сочные краски и относительно хорошо сохранил свою структуру, несмотря на то, что столько лет он жил в семье. Этому истингу уже более 100 лет. Его удалось выкупить у одной из местных жительниц. Гостей знакомят с уникальной историей ингушского народа. Рассказывают, как создавались необычные ковры из овечьей шерсти и как удалось современным ремесленницам перенять опыт и не утратить эту технику. Он настолько пластичный материал, шерсть, что из него можно изготовить даже игрушки. У нас есть игрушки, которые изготовлены шерстью. Истинг так в Ингушетии с незапамятных времен называли ковры из овечьей шерсти, сваленные вручную. Он был незаменимым спутником ингушей в быту, в поле и на охоте. В эти узоры вплетены чувства тревоги, спокойствия и стабильности. В композиции войлочных орнаментальных ковров вкладывали определенные смыслы, пожелания и надежды. Философскую функцию несла в себе идея древа жизни, которая часто встречается в композиции ингушских ковров. Древо жизни отражало культуру народа, его отношение к своим истокам и ответственность перед будущими поколениями. Также представители Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» знакомят с предметами быта ингушей. В этой студии собрана своя собственная коллекция из керамики, найденной при раскопках. Ингушетия практически вся на кладбище древних городищ полностью. И где бы кто ни копнул, сразу либо керамика, либо какие-то предметы, там осколки и так далее. Это везде вот. Гости признаются, они в Ингушетии впервые, но за эти 2 дня регион их просто восхитил. А эта экскурсия окончательно влюбила в эту уникальную республику. Все, с кем мы общались, это руководство библиотеки, руководство Министерства культуры, руководство, так сказать, и научные сотрудники ваших крупнейших университетов, научно-исследовательских институтов, посвященных, так сказать, и ингушскому языку, ингушской культуре, ингушским традициям, сделали все возможное, чтобы абсолютно нас влюбить в Ингушетию. И мы уезжаем сегодня отсюда абсолютно полностью влюбленные, унося чувство любви. И это чувство любви передавать своим детям, внукам. Вот я чем собираюсь заниматься в Москве. Тем временем в научных библиотеках региона развернулись отдельные секции, где участники конференции общими усилиями попытались выработать единый механизм сохранения и развития языка. На мероприятии звучит в основном ингушская речь, что логично, так как цель научно-практической конференции – популяризация этого направления. Так, Хадида Урбекова уверена, что проблема зарождается с начального образования детей. Да знанность, масла аз эйс, ваймот будцы бежит элчи, тоном хац штваш залаймот лерт олца. Сдо да хоть аваху, дадут стехах. Ахта халурав бежиш шаш хабуц эрсимоты, тагрчар югда хода бусхос эрсибар. И школе бердахич эзик залаймот комплекс. Кира козмар халуц залаймот дарс. Гона харберш эрсимот бутшхалч кезиг галгаймот хоуча тахбетсло баки барждада дянан хул берц эрсимет амялдеш сушигс эрсибар хабутшхалра. Собравшиеся уверены, что для сохранения языка необходимо внедрить его глубокое изучение с детского сада, а также перевести на ингушский популярные мультфильмы, песни и книги, что непременно поможет его развитию среди молодежи. Крупная двухдневная конференция проходит под эгидой Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». При поддержке Федерального агентства по делам национальностей, которое, как сказать, своей главной целью поставила поддержку и развитие и продвижение ингушского языка. Потому что, как вы знаете, сейчас это большая проблема во всем мире, сохранение языков коренных народов. С 2022 по 2032 год ЮНЕСКО объявил годом поддержки языков коренных народов. И вот мы в рамках, так скажем, наступающего этого десятилетия находимся здесь. И одним из таких, вчера был первый день, присутствовало руководство региона, присутствовали все общественные деятели, языковые активисты, которые занимаются поддержкой языка и как бы хотят возродить язык не только на бытовом уровне, а также и в начальном образовании и так далее, и так далее. Необходимо бросать вызов тем современным вызовам, да, современным тенденциям, которые мешают нашим языкам развиваться,
Это глобализация прежде всего. То есть мы должны обеспечить цифровизацию наших языков, модернизацию, обеспечить их присутствие в интернете, в информационно-коммуникационных технологиях. И прежде всего нам необходимо думать о современном уникальном контенте на наших языках. То есть не просто переводить что-то с русского языка, да, то, что есть на русском языке, но создавать что-то новое. Участники конференции едины во мнении в том, что бережное отношение к языку – главное условие сохранения народа. Это мероприятие непременно будет способствовать его популяризации и развитию. Ведь проблемы известны, а значит, при правильном подходе ситуацию непременно получится исправить. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.